Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Эта знаменательная дата объединяет всех жителей республики. День государственности отмечают в Якутии сегодня. В Мегино-Кангаласском районе ко Дню государственности завершен капитальный ремонт участка федеральной дороги Колыма. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в регионе. Расскажем, где ситуация самая напряженная. День государственности отмечают в Якутии сегодня. От имени руководства республики якутян с праздником поздравил глава региона Эссен Николаев. В этом году 30-я годовщина принятия декларации о государственном суверенитете Якутии, подтвердившей незыблемость нашего единства в составе федеративного российского государства. Эта знаменательная дата объединяет всех жителей республики, кто связал свою жизнь и судьбу с нашим северным краем, кто стремится сделать его лучше. Все, чем богата наша республика, чем мы привыкли гордиться, это заслуга многих поколений якутян, говорится в поздравлении главы. Я уверен, что у вас все получится. Сегодня Якутия – лидер экономического роста на Дальнем Востоке, центр сохранения языков и культуры коренных народов Севера и Арктики, их дальнейшего развития в современном мире. Наши достижения обретают особый смысл в трудных условиях небывалой пандемии. Благодаря воле и стойкости якутян в республике ни на один день не останавливалась работа промышленных, жизнеобеспечивающих отраслей, транспорта, строительства, сельского хозяйства, всей социальной сферы. В республике вводятся промышленные объекты мирового масштаба, строятся дороги и мосты, возводятся жилье, социальные объекты. Я искренне благодарю вас, уважаемые якутяне, за ваш труд на благо родной Якутии. Ко Дню государственности открывается сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова. Строительство инициировал Совет ветеранов Сайсарского округа Якутска. Идею поддержали Усть-Алданский и Горный районы республики. Сейчас на торжественном мероприятии в честь открытия объекта находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, приветствую, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. Буквально только что с бюста Героя Советского Союза было снято покрывало, и стелла была представлена горожанам. Сквер находится на перекрестке Академической улицы и улицы имени Лонгинова. По имеющейся информации, площадь сквера порядка 400 квадратных метров. В его центре установлена 9-метровая стелла с бронзовым бюстом. По сообщению окружной администрации, стоимость этого сквера составила порядка 4,5 миллионов рублей. После торжественного открытия сквера также будут завершены работы по наружному освещению и установке светильников. Решение о строительстве было принято еще в прошлом году, в год столетнего юбилея Владимира Лонгинова. На торжественной церемонии открытия присутствуют управа и совет ветеранов Сайсарского округа, правительство республики, администрация города, а также представители Усть-Алданского и Горного районов, которые приняли активное участие при строительстве этого сквера. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Юрий Осипов в прямом эфире рассказал о новом общественном пространстве в столице региона. В городе Якутске традиционно проведены торжественные церемонии возложения цветов к памятникам выдающихся сынов республики, видных общественно-политических деятелей. Выступающие отметили, что в празднике Дня государственности Якутии тесно сплелись богатое наследие многовековой истории и устремления якутян в будущее. В этот праздничный день жители республики отдают дань уважения выдающимся государственным, общественным и научным деятелям Максиму Амосову, Платону Аюмскому, Исидору Барахову, Степану Ржакову, Степану Васильеву и многим другим. В Мегино-Кангаласском районе ко Дню государственности завершен капитальный ремонт участка федеральной дороги Колыма протяженностью 15 километров. Асфальтобетонное покрытие обеспечено на участке трассы от поселка Нижний Бестяк до села Тюнгюлю. На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Старостин. Общество с ограниченной ответственностью Сельдорстрой по контракту объект должен был сдать 31 октября этого года. Но объект сдали раньше срока. План перевыполнен. Нас, дорожников, на всех мероприятиях республиканских будет сказано, что мы молодцы, мы красавчики.
Этот участок дороги полностью заасфальтирован. И сегодня, в преддверии Дня нашей республики, торжественно открывают автомобильную дорогу федерального значения. И откроем движение по обновленному участку дороги. Согласно программе развития федеральной автодороги Колыма, дорожники управления автомобильной дороги Вилюй в этом году привели в нормативное состояние участка протяженностью 15 километров. То есть это был завершающий этап капитального строительства автодороги между поселком Нижний Бестях и селом Тингулю. Планы большие. Мы в следующем году начнем строительство мостового перехода через реку Вилюй в районе Верхневилюйска. Это крупные объекты. В этом году отторговали и заключили контракты по 2 участкам реконструкции по Колыме. Это 2 сложных участка, в народе называют его Заячья петля и Нерский прижим. Данная автомобильная дорога относится к 4-й технической категории. Ширина земляного полотна 10 метров с 2 полосами движения. Как отмечают органы местной власти, ввод данного участка – знаковое и очень важное событие для сельчан. Асфальт улучшенный, долговечнее, на 25 лет. Капитальное строительство автомобильных дорог федерального значения Колыма и Вилюй продолжается. Ежегодно управлением автомобильной дороги Вилюй приводится в нормативное состояние около 140 километров дорожного полотна. В планах федеральных дорожников уже в 2022 году будет проложено асфальтобетонное покрытие этого известного всем нам участка от села Тингулю до Чурапчинского района, а это более 80 километров. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Накануне в селе Баяга Татинского улуса глава Якутии принял участие в торжественной церемонии открытия этнокультурного объекта «Абу-Россия» – материал для строительства, который собирали несколько лет в сюжете Дмитрия Тымырова. Ураса высотой в 9 метров и диаметром 12 впечатляет не только своими масштабами, но и техникой выполнения. Для возведения данного объекта не использовались современные технические средства, лишь ручная работа. И все только из природных материалов. Мы все знаем, что Моголураса – это памятник материальной культуры нашего народа. И в течение долгих 5 лет вся республика готовилась к этому великому дню. Сегодня воплотится в жизнь мечта нашего духовного лидера нашего народа Бориса Федоровича Мандара. И Моголураса в течение долгих 5 лет шился всеми мастерами Якутии. Действительно, в создании этой урасы приняли участие многие народные мастера республики. Они в течение 6 лет создавали из бересты пластины и отправляли их в Татту. Вот в этом году нужное количество материала было собрано, и из него и возводили объект. Многие из умельцев других улусов, кто внес свой вклад в создание урасы, смогли присутствовать на открытии лично. Сегодня мы представили одну из 5. Это групповая работа, нас 4 было. И привезли, вот наверху есть курдутос. Наверху есть курдутос. Мы 14 метров сшили и привезли. И еще есть солома для, солома с заговором, чтобы было все хорошо, чтобы было для тех, кто сейчас приходит в эту урасу, было всем очень хорошо. По словам автора проекта, народного мастера Якутии Мандар Ус, его многолетняя мечта сбылась благодаря поддержке единомышленников и односельчан. Самое интересное и удивительное здесь – это, живя в Срединном мире, вот под старость достигли своей цели. Как говорят, стремиться к счастью никогда не бывает поздно. Это действительно так оказывается. Поэтому даже под старость стремиться к счастью – это закон жизни. На торжественной церемонии открытия культурного объекта присутствовал глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что Мандар Ус является ровесником Победы, и открытие этого объекта стало подарком в год его 75-летия. Появилась наконец-то аутентичная, настоящая могол ураса,
построенная по старинным технологиям, покрытая берестой. В ее строительстве принимали участие представители 20 улусов нашей республики. Это поистине народная стройка. Она велась под руководством и нашего одного из таких духовных лидеров народа Саха, нашего выдающегося деятеля культуры Бориса Федоровича Неустроева, Мандарус, который всю свою жизнь посвятил восстановлению якутской традиционной культуры, узоров, кузнечного дела. И за эти заслуги перед республикой, за выдающийся вклад в развитие духовной культуры, возрождению и популяризации этнокультурного наследия глава Якутии присвоил Борису Неустроеву звание «Почетный гражданин Республики Саха-Якутия». Отметим, это лишь часть целого этнокультурного комплекса. До будущего года здесь будут построены музеи, мастерская кузнецов и балаган. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. По информации республиканского оперштаба, сегодня в Якутии выявлено 84 новых случаев COVID-19. В Якутске 42 случая, в Мегано-Кангаласском районе 6, в Намском районе 5, в Верхневилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском районах по 4 случая. В Ленском, Сунтарском, Усть-Алданском районах по 3, в Алданском, Амгинском районах по 2. В Горном, Кобяйском районах по 1 случаю. 1 человек умер от коронавируса. За сутки лаборатории республики провели порядка 4000 исследований на COVID-19. На территории лесного фонда республики проводится работа по тушению 2 крупных лесных пожаров на территории Чурапчинского и Усть-Алданского районов. На сегодняшний день оба локализованы силами 98 человек и 7 единиц техники. По предварительной версии, причины данных возгораний – человеческий фактор. В целом, в зоне контроля в удаленных и труднодоступных территориях действует 12 пожаров на площади 502 гектара. За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Алданском районе общей площадью 16 гектаров. В настоящее время решением заседания КЧС и ОПБ Татинского улуса с 15 сентября введен режим ЧС в лесах муниципального характера, возникших вследствие лесных пожаров. Также на территории 4 районов распоряжениями глав введен особый противопожарный режим в Татинском, Сунтарском, Абыйском и Чурапчинском улусах. В Республике Саха-Якутия практически завершен лесопожарный сезон. Осталось ликвидировать 2 очага пожара. 1 в Усть-Алданском улусе, 2 в Чурапчинском улусе. Для ликвидации этих пожаров направлены дополнительные силы и средства районного уровня. Это мобилизованные. На местах работают специалисты. Это парашютисты авиалесохраны и наземная служба Якутлесресурсы. В Амгинском районе также продолжается борьба с лесными пожарами. Там обнаружено более 10 очагов у 6 населенных пунктов. Борьбу с огнем всего ведут более 170 человек и около 50 единиц техники. Огонь уничтожил более 500 тонн заготовленного сена. В настоящее время производится облет, идет подсчет урона. В Якутске торжественно открыли после масштабной модернизации библиотеку «Созвездие». Она находится в Гагаринском округе столицы. Данное учреждение вошло в число победителей национального проекта «Культура». На реализацию новой концепции были выделены средства из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей. После торжественной части для гостей провели экскурсию. Так, после модернизации библиотека разделена на несколько пространств. Читальный зал, зона отдыха, коворкинг-центр, конференц-зал и другие. Книжный фонд обогатился более чем на 1500 новых изданий. Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» в октябре этого года еще одна модернизированная библиотека откроется в поселке Тикси. А в следующем году планируется модернизирование еще 4 библиотек республики. Если раньше было для читателей 580 квадратных метров, сейчас после модернизации стало 650 квадратных метров. Так, где-то на 70 квадратных метров расширилось именно для пользователей. У нас появились несколько зон. Зона тишины, зона уединения. А книжный фонд у нас увеличился где-то около 1500. Мы получили совершенно новые книги. Это в основном 2020 года издания. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.